Вообще вокруг имени Фатимы Ерзиной и Султан Галиева очень много мифов, очень много таких вот, скажем так, вот этих устных преданий, которые часто не соответствуют или не совсем, или не полностью, или вообще не соответствуют истине. Ну, в частности, вот я практически, очень многие, кого я знаю, они говорили о том, что Султан Галиев убил из ревности крымского татарина, который якобы, у которого якобы был роман с Ерзиной, с Фатимой Ерзиной. На самом деле речь шла не о Ерзиной, а о Раузе Чанышевой, о первой супруге, о первой жене Султана Галиева. И убит был не крымский татарин, убит был, скажем так, азербайджанец, что это не было, опять же, порывом страсти. То есть вот Султан Галиев, он такой был очень эмоциональный, такой экспансивный человек, он экспрессивный, прошу прощения, человек, он очень, так сказать, ну, тут он говорит, что через год, то есть это как бы целый год он носил в себе вот эту трагедию, изменила ему она сказала, что со студентом, потом оказалось, что это не студент, что это доктор Оруджиев, и в итоге, в общем, Султан Галиев сначала к этому подозреваемому студенту приходит домой, смотрит, что это какой-то жалкий студент, в общем, такой несчастный, весь там, живущий в какой-то там комнате грязной, и он уходит оттуда. Потом выясняется, что это был доктор, женский доктор, в общем, как я понимаю, и в итоге Султан Галиев уже его с холодным сердцем убивает его. Вот. И дело заминается, в том числе вот это происходит еще Вахитов, тогда был жив, он настоял на том, чтобы прекратить это дело, но Султан Галиев готов был понести наказание, но в итоге, в общем, он избежал этого наказания, хотя Сталин припомнил ему это дело, и когда обсуждался вопрос о назначении, так сказать, руководителя Татар-Республики, Сталин, одного из руководителей Татар-Республики, не помню, по-моему, председателем ЦИК, и когда Султан Галиеву Сталин предлагал эту должность, он ему тут же сопроводил это предложение комментарием, что, ну, надеюсь, что ваша, так сказать, история с Оруджиевым там Оруджиев, да, не помешает вот вашей карьере, вот вашему делу. То есть, как бы и Султан Галиев понял, что это такой как бы намек, это такой крючок, и он, в общем, счел благоразумным отказаться. 18-й год, опять же, мы тоже имеем устный нарратив здесь, устную историю о том, что как Султан Галиев добился любви, ну не любви, а брака, как он добился брака с Фатимой. Он тоже, согласно вот легенде, которая, вот, по-моему, источник это интервью Раузы Костровой, которая дожила до 100 лет и которая умерла в 2012 году, по-моему, ее интервьюировали наши вот московские коллеги, и в других вот источниках фигурирует, что Мирсаид, в общем, увидел то ли в доме Асадулаева, то ли где-то еще на каком-то татарском мероприятии Фатиму, влюбился в нее, и, в общем, есть такая легенда, опять же, да, что вот он сказал, что он то ли себя убьет, то ли ее и себя, только ее застрелит, если она не выйдет за него замуж. Вот. Так это было или не так, мы сейчас уже точно сказать не можем, но Фатима выходит замуж, родители ее против, мать ее категорически против. Это, ну, неравный брак, это, в общем, брак с коммунистом, это, в общем, человек чужой. Более того, тут еще все-таки играет, наверное, роль принцип землячества. Не забываем, что Мишарин, Султан Галиев, кстати, в анкетах, в следственных делах, он иногда упоминается как татарин, иногда как башкирец. Вот, ну, иногда как татаро-башкир, то есть вот разные упоминания, но это, опять же, да, нужно понимать, что мы сейчас не будем об этом подробно говорить, что анкета в архивно-следственном деле – это особый жанр, нужно это тоже понимать. Но в любом случае, это был как бы человек во многих отношениях чуждый той среде вот этой богатых предпринимателей, Ерзиных, и, в общем, он был совершенно... Но, тем не менее, брак состоялся, Султан Галиев поселяется в доме на Большой Татарской улице, и в этой квартире, где живут Ерзины, Костровы, он живет, и к нему приходят люди
связанные с ним. Фатима разводится с Султаном Галиевым, когда он находится в тюрьме под следствием. Еще не вынесен приговор, и она в 29 году с ним разводится. Какие были причины, мы сейчас не можем ни гадать, ни осуждать, но, скорее всего, возможно, она действительно в первую очередь, как мать, она заботилась о детях, она понимала, может быть, там есть письма тоже, да, когда она просит скрупулезно, что вот опечатаны такие-то вещи, эти вещи не принадлежат Султану Галиеву, это наши семейные бюро, шкаф, мебель, просит также вернуть лишние брюки, которые она передала Султану Галиеву, что ему не нужны 2 пары брюк и так далее. То есть вот эти все детали, и вместе с тем она сообщает тоже, что она уже не является женой Султана Галиева, то есть она больше не его жена, и проходит где-то около года, или чуть меньше даже, и она выходит замуж за Хусаина Дашкина. Это инженер, ее ровесник полный, да, в общем, выходец из, скажем, тоже это не совсем равный брак, но уже в условиях того советского времени уже бывшие купцы, может быть, находились в гораздо худшем положении, не может быть, а действительно, то есть лишенцы, да, и так далее, чем инженер, выходец, что называется, из народных масс. И Дашкин, как говорит сама Дашкина в своих показаниях, в том числе на предварительном следствии, на суде, она полюбила Хусаина Дашкина, Дашкин полюбил ее, и брак этот, в общем, продлился, к сожалению, тоже, относительно, если брак с Султаном Галиевым продлился у нас, получается, почти 10 лет, 11 лет, то брак с Хусаином Дашкиным, это 30-й год, и в 36-м году брак этот прекратился по понятным причинам. И формально они, может быть, даже и не разводились, но оба были арестованы по большому тому делу, по которому, собственно говоря, Фатима Дашкина получила свой ставший для нее смертельным приговор, да, 10 лет исправительно-трудового лагеря. Она по этому же делу проходил и Хусаин Дашкин, но Хусаин Дашкин был оправдан на суде среди нескольких человек, он был оправдан, а Фатима не была оправдана. Фатима дала показания, она от этих показаний не отказалась на суде. Дашкин все отрицал. Причем, кстати, он очень интересно строил свою защиту. Он вообще пытаться понять логику, скажем так, следствия, это дело совершенно контрпродуктивное, потому что сколько бы мы ни пытались понять, почему один человек получил такой срок, другой получил такой, часто просто мы не можем этого понять. То есть даже ориентируясь и изучая их стратегию поведения на следствии, их стратегию поведения на суде, но так или иначе Дашкин в итоге был оправдан в 1937 году на суде в январе, а дальше он был снова арестован. И ему уже в 1938 году, это есть термин повторники, но он не совсем был повторником.